С сегодняшнего дня ученики школ после недели учебы в дистанционном режиме ушли на каникулы. Ребятам также рекомендовано провести это время на дому, максимально сократив общение. Впрочем, для образования республики этот недельный перерыв в работе – возможность до конца отрегулировать процесс дистанционного образования в республике. Глава Коми Сергей Гапликов лично проверил, как организована эта работа. Вместе с министром образования Натальей Якимовой он посетил лицей народной дипломатии. Все 100% школ, техникумов, колледжей, вузов перешли с понедельника на дистанционное обучение. И надо сказать, что республика одна из нескольких субъектов, кто сделал это первое. И, на наш взгляд, правильно. Мы организовываем процесс, есть некоторые нюансы, потому что, с одной стороны, все понятно, мы на карантинах, на актировках работали в таком режиме, но всплывают и трудности, когда это массово. Поэтому сейчас мы в ежедневной работе с начальниками управления, с директорами, с учителями отрабатываем нюансы, но здесь хотели бы показать, пользуясь случаем, то, как это можно сделать. И нам бы хотелось, и сегодня у нас очередное совещание, еще мы продемонстрируем учителям. На самом деле не все просто. У нас 60% школ подключены к интернету с оптоволокном и с более-менее приличной скоростью, но есть еще учреждения, которые работают по спутникам, есть треть школ малокомплектных, ну и там организован процент дистанционного обучения и образования. Так, по словам министра, существуют разные форматы и подходы в организации дистанта, в том числе использование информационных технологий, которые последние 3 года активно применяют в своей работе преподаватели лицея народной дипломатии Сыктывкара. Электронных образовательных ресурсов, как российских, так и республиканских, очень много. И сейчас главная задача – помочь учителям в организации их использования. Также потребовалась помощь в организации самого учебного процесса. Не все учителя, как выяснилось, оказались готовы работать в таком режиме сразу со всеми обучающимися. Впрочем, им на помощь пришел Институт развития образования. Он разработал и с прошлого понедельника уже ведет соответствующие вебинары и семинары. Только за один день в них принимает участие 1800 педагогов. То есть все заинтересованы в том, чтобы наши дети учились, и мы не отстали от программы. Следующая неделя каникул нам позволит еще провести какой-то анализ и определиться, как работать дальше. Главе Коми продемонстрировали онлайн-занятия по информатике с учащимися 9 и 10 классов. Сергей Гапликов пообщался по видеосвязи с ребятами, спросил их об особенностях дистанционных уроков. Имеются ли трудности в освоении учебного материала в удаленном режиме? Учащиеся ответили, что такое обучение занимает немного больше времени, но в целом никаких затруднений не вызывает. Вы контактируете с учителями, получаете соответствующую информацию, задания, да, домашние, обсуждаете их. Да. Оценки ставят вам за выполнение заданий? Да. Да, у нас есть сроки даже, по которым надо скидывать домашние задания. Ну, то есть у вас есть специальный там определенный накопитель, так называемый сайт, да, куда вы скидываете, есть специальная форма, вы там. А это по всем предметам у вас такое общение или только по информатике? По информатике только. Я разговаривала с учительницей по физике, она предлагала нам тоже по скайпу проводить подготовку к экзаменам. Понятно. А вот как по другим, допустим, урокам? Литература, русский язык, там другой предмет, английский, как вы там занимаетесь? Нам кидают задания. Вы, по сути дела, вам дают задание без объяснения, и вы сами его разбираете, а потом соответствующим образом задаете вопрос, если что непонятно. У нас объяснение в письменном виде. Ну, то есть вам соответствующее провождение задания дают в письменном виде учителя, да? Да. И вас это устраивает, вам этого достаточно. Если что вам непонятно, вы задаете вопрос. Правильно я понимаю? Да, все верно. Это больше времени занимает, чем приходить в школу и очно обучаться? Ну, если честно. Да. Немного больше. Наверное, да. Руководитель региона также напомнил ребятам о необходимости соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции. По его словам, излишне драматизировать ситуацию не нужно, но больше внимания личной гигиене стоит уделять. А уже позже о личных наработках и опыте дистанционного обучения, образовательных ресурсах, сервисах и платформах в главе республики рассказали учителя физики, химии, английского языка и географии. Сергей Гапликов поручил собрать все эти практики и распространить их в целом по республике. Надо в большей степени все эти практики отработать, надо их распространить в целом по республике, надо выбрать соответствующие дополнительные возможности и платформы, сформировать соответствующую некую технологию, да, даже, что называется, пошагового действия, чтобы все наши учителя-предметники знали, чтобы они пользовались
может быть, самыми лучшими, там, теми же уроками и так далее. Повышать квалификацию учителей, чтобы они тоже доходили до того уровня, который позволяет им, в том числе со всероссийских олимпиад, использовать материалы и так далее. Это же развивает их самих и наших детей, делает их просто сильнее, в том числе и при испытательных мероприятиях, экзаменах и все остальное. Хорошо, Это принято. в большей степени, еще раз говорю, сегодня то время, когда мы можем собрать все самое лучшее. И его, условно говоря, распространить в целом на всю республику. Это очень важно. Глава Коми напомнил Наталье Якимовой и о персональной ответственности за организацию дистанционного обучения в образовательных учреждениях региона, поручив держать этот вопрос на особом контроле. Напомню, для родителей и педагогов организована линия информационного сопровождения по вопросам организации удаленного режима обучения. Номер телефона в Сыктывкаре 8 82 12 301 664. Звонки принимаются в будние дни в рабочие часы.